Любят журналы ссылаться на статистику. Какие качества вы хотели бы видеть в вашем избраннике? Этот популярный вопрос получил такие же стандартные ответы. Как всегда, называлось многое: сила и мужественность, доброта и красота, материальная обеспеченность и, конечно, способность любить. Да много еще чего. И все-таки в этой формуле не хватает двух слагаемых. Это честь и верность. Может быть, от того, что сами эти понятия исчезают из нашей жизни. В новом тысячелетии мы живем еще только третий год. Наверное, поэтому так часто обращаемся к веку минувшему, в котором было столько потрясений. Роковые жернова перемалывали не одну судьбу, чем не заблагодатный материал для литературы. И герои нашей сегодняшней истории – оба писателя – Кави Наджми и Сарвар Адгамова. Пожалуй, это единственный семейный союз в татарской литературе. Они были погодками, вступили в литературу в одно поколение и всем своим творчеством утверждали: жизнь – постоянный поиск и борьба, но жизнь прекрасна, хотя она не может быть благополучной. Да и сама их история любви во многом напоминает роман, в котором есть неожиданные повороты и удары судьбы. Итак, следуя законам литературы, начнем с предыстории героев. Родители дали им имена, во многом определившие их судьбы. В роду обоих были муллы, которые нарекали новорожденных символическими именами. Кауи в переводе с арабского «сильный», «светлый». Он и проживет жизнь именно таким человеком. Правда, закалялся характер Кави Нажмиддинова сиротством, заботой о младших братьях, скитанием по России в поисках лучшей доли. В 15 лет он учитель и издает рукописный журнал. В 19 году Наджмиддинов в Красной армии. После войны – учитель. Страсть к образованию, литературе постепенно выводит его на путь писателя. Сарвар, в переводе «радость». Такой она и стала для будущего своего избранника. Сарвар Адгамова, дочь муллы, преподававшим в медресе Троицка, быстро научилась писать и читать. Видя усердие, мать добилась разрешения посещать дочери и русскую школу. Это был очень редкий случай. Но, видимо, случай – это знак судьбы. Ведь Сарвар Адгамова стала переводчицей русской литературы на татарский язык. Довелось ей в юности работать и в детском доме, где жили ребята из Поволжья. Для них она и написала первую пьесу, а затем сопровождала их в Казань. Так и связала с нашим городом свою жизнь. Поступила в университет и по окончании работала юрисконсультом. В эти годы в Казани кипит литературная жизнь. О себе заявляют молодые писатели, прошедшие гражданскую войну. Кави Наджми, Хадид Акташ, Фатых Карим. Каждый искал свой путь в литературе. А поиск невозможен без горячих дискуссий и взаимной критики. И все-таки писательскую среду 20-х годов можно обозначить одним словом – единомышленники. Они были первыми. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Чуть позже стали петь люди этого поколения. Воодушевленно пели и верили. Жили
трудовой, тяжкой и скудной на удовольствие жизнью, другая сторона которой была полна мечтаний о красоте, любви и всеобщем счастье. Бодрые мелодии из репродукторов, ликующие лица в кинохронике. А как меняется облик женщин? Героинями становятся стахановки, портретами которых пестрели газеты. Их и прославляли пролетарские поэты. В стихотворении «Завод Кызлары» Кави Наджми сравнивает их задор с блеском солнца. Төнне куып, ал шыбылдык ачылды да, язгы кояш көлеп уянды. Яшьләр кебек матур елмаюдан заводтагы кызлар уялды. Юк, алар мәңге уялмыйлар, күзне генә шулай алдылар. Тәрәзәдән кызыл яулык селкеп, утлы күбәләкләр аулыйлар. Ах, усаллар, шаян эш кызлары, кояш нурларына манылган яулыкларын кемгә селкиләр? Яулык селкеп кемне үртиләр? Һавадагы алтын бөртекләрен керфек очларына эләләр. Эх, шаяннар, утлы керфекләрен йөрәгемә чәнчеп көләләр. Всматриваешься в их лица и видишь. Они готовы работать и учиться, выполнить любое указание партии. Утонченность и женственность – это уже для них буржуазные предрассудки. И все-таки сквозь запреты и даже опасения прослыть мещанкой прелесть женщины оказывается неподвластной стандартизации. Такой была и Сарвара Атгамова. Бабушка выступала на конкурсах красоты в Троицке, но в разговорах со мной она рассказывала, что такие же конкурсы были и здесь, в Казани. Это были первые годы советской власти, то есть начиная с 22 года, с образования Татарской ССР. Они проводились в дворянском собрании, бабушка так это и называла, то есть Дом офицеров, он так и назывался, дворянское собрание. И бабушку всегда выбирали королевой бала. И они с Якуб-Чанышевым начинали этот бал с мазурки. Я помню, для меня, ведь сами представляете, что такое бабушка. Бабушка уже человек не молодой. И для меня вот это вот было настоящим потрясением, когда она говорила, что, значит, она была первая признанная красавица, и они с Якуб-Чанышевым, который тоже уже был достаточно стареньким, когда я его видела, они танцуют мазурку. То есть уже это одно показывает, что даже в те времена бабушка помнила только самое светлое, самое хорошее. И мне кажется, что вот этот оптимизм помог ей выжить, помог выжить им вместе, совместно через эти вот очень тяжелые годы. Идем по жизни рядом, смеясь в лицо преградам, и все как один. Нам все пути знакомы, и все за одного мы, и каждый за всех. Но кто-то всех милее, но с кем-то всех светлее. Кто-то снится вновь и вновь, чей-то взгляд волнует кровь. Так из дружбы растет любовь. Кави и Сарвар часто встречались на рабфаке университета в комсомольском клубе. Девиз эпохи – время вперед. Долгих ухаживаний не было, они решают жить вместе. Идти в ЗАГС, устраивать свадьбу считалось буржуазным предрассудком. Строилась новая жизнь в стране, складывались новые отношения между людьми. Выделяться в чем-то было неприлично. За свою жизнь не нажили они ни дорогой мебели, ни богатой одежды. Ни к чему это было как-то все. Самым большим богатством были любовь, друзья, книги. А работали они вместе. Наша жизнь складывается из тысячи мгновений. Сын Кави Наджми Сарвар – Тансык. И его имя тоже оказалось символично. Желанный, единственный. Так и будет их семья состоять из этого трио.
Рассказы и повести Наджми привлекают внимание Максима Горького. «Истинная красота и мудрость в простоте», советует Горький в письме татарскому писателю. И в своих книгах, актуальных для своего времени, писатель добивался этой простоты. В апреле 1934 года в Москве открылся первый съезд советских писателей. На нем выступил с докладом об истории татарской литературы Кави Наджми. Внимание нашей литературе на форумах такого масштаба было уделено первый и, к сожалению, в последний раз. В этом же году первый съезд татарских писателей избирает Кави Наджми своим председателем. Живя в литературной среде, и Сарвар невольно подключается к работе и занимается переводами. Особенно у нее вопрос возникал при переводе Горького, переводов стихов его. Там чисто русские песни были, вот, по тексту шли. Как ее перевести? Она даже к Горькому обращалась. Вот очень тяжело переводить на татарский язык с оригинала русских песен или русских стихов. И отец, как поэт, уже помогал ей это дело шлифовать и делать адекватными эти материалы тексту, который шел по литературному произведению. Все время вот взаимосовет шел. У обычных людей две стороны жизни – домашняя и служебная. У председателя Кави Наджми они слились. Встречи с литераторами превращались в производственные совещания и также незаметно переходили в дружеские посиделки. И тогда Сарвар брала в руки мандолину, пела друзьям татарские песни, казахские, немецкие. Говорят, что в голосе отражается благозвучие души человека. Подолгу мог слушать ее композитор Салих Сайдашев, утверждая, что ее яркая индивидуальность, красивый тембр голоса лучше бы подошли для сцены. А жена председателя писательского союза была напрочь лишена загадочности. Каждое утро, захватив хозяйственную сумку, отправлялась на рынок. При домашних обязанностях вслушивалась в текст, который начитывал ей муж. А если уж не писалась самой, не отчаивалась. Закуривала папиросу, от этой привычки Сарвар Ханум так никогда и не избавится, и шла варить борщ своим мужчинам. К этому времени татары читали книги Горького, Пушкина и Толстого на своем родном языке. Их переводила Сарвар Адгамова. Казалось бы, все было безоблачно. И стали в людях пробуждаться зависть, набирать силу уязвленное самолюбие. Шло сведение счетов за обиду, критику, ненависть, за популярность. Все, что свойственно творческой среде. В душах людей поселился страх. В обком партии поступают доносы на правление Союза писателей. От Наджми требуют разоблачения врагов народа. Но он не проводит ни одного собрания против тех, на кого уже была возведена клевета Хасана Туфана, Шамиля Усманова, Фатеха Карима. Напротив, его долг председателя – защитить и помочь. Зачастую на помощь уходили и литературные гонорары. Жена понимала. Люди высокой чести, они не шли против совести. Это нас сейчас уже не удивишь, как легко люди расстаются со своими убеждениями. А дальше все развивалось так, как мы знаем по фильмам и публикациям о сталинских репрессиях. Кави Наджми исключают из партии и Союза писателей. Обыкновенно это означало, что надо ждать ареста. Чтобы уберечь сына, Неджмединовы отправляют Танцика то к одним, то к другим родственникам, чтобы концы затерялись. Представляете,
какая царила у нас дома обстановка. Я никогда не видел, чтобы отец вспылил, на кого-либо накричал, с матерью поссорился или на кого-либо другого. А вот здесь это полностью начало проявляться. Он под прессом находился, под таким. Когда вот его исключили из партии, я сломал вот эту жужжалку, фонарик был такой, жучок назывался, вот так. Сломал, он настолько уже взвинченный был, он запустил меня фонарем. Вот за всю жизнь вот такой вот факт был. В 1937-м Кави Наджми арестовывают. Клеветнический донос на него составил собрат по перу. Бумага вытерпела. Его переводили из тюрьмы в тюрьму в течение 20 месяцев. Непрерывные допросы и пытки. 5 раз вместе с остальными приговоренными его выводили на расстрел. Угрожали арестом сына. Откуда у человека такой запас прочности? Еще один факт тюремной биографии Наджми. Балансируя между жизнью и смертью, он и здесь не забывал о чести, товарищеском долге. Пишет заявление с просьбой освобождения поэта Фатыха Карима и Якуба Чанышева, ручается за них. Но главная боль – Сарвар. Что будет с ней? А до ареста Сарвары Адгамовой оставалось всего несколько месяцев. Мать арестовали 4 января 1938 года. Ночь, где-то часов 10:30 ночи, стук в дверь, 4 в кожаных пальто, фуражки их не такие, НКВДшные. Зашли, все, вспороли подушки, перины, все, пух, брать уже нечего, книг нет, ничего нет у нас, кровать, тумбочка, все. 2 кровати, остальное на полу спали мы. Вот. И увели ее. На следующее утро пришли за мной. В этот же день Танцык был отправлен в спецраспределитель. В Рыбицкой детской колонии он оказался вместе с детьми Якира, Тухачевского и других известных военачальников. Но Танцык бежал и добирался до Казани в поездных собачьих ящиках. Он нашел в Казани сестру матери, начал зарабатывать чисткой обуви. Так с 10-летнего возраста вошел в мир взрослых, где непонятно как для детского сознания уживались любовь и ненависть, добро и клевета. Отчуждение во дворе. Как сына врага народа, это и ребятишки, и взрослые, кто пинет, кто ухо повернет, кто еще что. И один бывший белогвардейский офицер меня спустил с лесенки, я настолько взъярился, набрал камней и разбил окна ему и с этой стороны, и с той стороны, все. Вот. А 2 голову проломил, те, которые меня загоняли в угол, и издевались надо мной, и в школе издевались. И это издевательства прекратились после того, как вот воры, живущие в нашем дворе, взяли меня под свою крышу, как сейчас модно говорить, и не дали уже обижать меня. Но одно понятие будет объединять разрозненную семью многие годы. Тугралак – верность. Это слово станет для Нижмединовых паролем любви и надежды. В заключение было написано и это стихотворение, посвященное жене. В нем благодарность судьбе за то, что они встретились в этом огромном мире. Боль души, надежда, что они еще встретятся, будет счастье и будет творческое вдохновение.
Мин очраттым сине ижад чишмәм ташлар ярып чыккан чагында. Мин очраттым сине яшь гомремнең алсу нурлы аяз таңында. Әкият егетедәй бүләк иттем бүлгәләнмәс сөю хисемне. Типшеп түгел, тирән уеп чиктем йөрәгемә синең исемеңне. Язгы яңгыр төсле шаулап яудың шатлык чәчеп моңлы бакчама. Тагын таптым, тормыш саксык итеп арабызга юсак такса да. Очрашырбыз, иркен һава сулап, элеккечә күкрәп яшнәрбез. Бәхет өчен, азат тормыш өчен, намуслы эш өчен яшәрбез. Но расстояние между ними теперь можно было измерить точками в двух разных концах страны. Они провели между ними свой меридиан. Началась переписка. Тюремно-лагерный роман в письмах. Эти письма настолько безыскусны и человечны, что не нуждаются в дополнительной позолоте. Дорогая моя, единственная Сарвар, вчера, 30 декабря 1939 года, в 5 часов вечера мне вручили официальное постановление о прекращении дела. Получилось так, что я вернулся домой раньше тебя. Родненькие мои, сегодня особенно грустно, ведь приближаются майские праздники. Увижу ли я еще сына? Ведь 10 лет не 10 месяцев. Как-то подумала, вернется ли к нам счастье, будет ли улыбаться солнце. Для успокоения души стала вышивать после работы. Единственная моя Сарвар, не теряй бодрости духа, береги себя. Природа скучает по своей весне, а я скучаю по тебе. Не занесет метель дороги, по которой мы шли вместе. Будем вместе добиваться и твоего освобождения. Негасимая моя звезда Кауи, сейчас только мне вручили письмо твое и Тасика. Душа разрывается в тоске о сыне. У нас в бараке живут котята. Я смотрю, как они жмутся друг к другу от холода. Берегите себя. Единственная моя, совесть моя, сердце мое, Сарвар. Получил от тебя письмо и не мог дочитать до конца. Слезы душили. Помнишь, как ты тихо успокаивала меня, когда однажды по радио передавали «Полюшка поле»? Я вспомнил красноармейскую юность, потерянных друзей и заплакал. Сейчас нервы утончились до предела. Я тоскую по тебе, но тебя я не потеряю. Им разрешалось отправлять по одному письму в 3 месяца. В лагере не хватало бумаги, и Сарвар настойчиво напоминает мужу в каждом письме, чтобы в своих письмах он хотя бы оставлял полстранички свободными. А еще ее интересует все, что происходит в литературе, и она предлагает мужу заворачивать вещи в посылки газетными и журнальными публикациями. И лейтмотивом во всех этих письмах звучит одно слово – «Очрашырбыз». Встретимся. Сегодня на улице 58 градусов. Разрешили остаться в бараке. Я записываю слышанные от других татарочек народные песни, но все они наполнены печалью. Сегодня твой день рождения, и я принес домой твои любимые цветы левкои. И, наконец, телеграмма из Омска. Еду 71-м. Сарвар. Облик ее тут все затмило. В частности, я тут не видел ничего уже. Мать есть мать, мать увидел уже. И расплакался, да. И домой, когда мы уже, смотрю, у нее руки опухшие, ноги опухшие у нее. Это вот лесоповал.
Несколько лет переписки не предназначались для посторонних глаз. Их в семейном архиве обнаружили спустя многие годы Тансык Кавиевич и его жена Сания Махмутовна. Невестка в знак уважения к семье несколько месяцев восстанавливала пожелтевшие страницы, исписанные простым карандашом то по-русски, то по-татарски. Вырванная из общего потока жизни семья торопилась наверстать упущенное, но в 41-м новое испытание. И вновь время требует от Кави Наджми не только мужества, но и чести. Зная от Александра Фадеева, что готовятся массовые репрессии против татар, что нашему народу грозит депортация, он обратился к маршалам Жукову, Рокоссовскому и Говорову, списался с политруками «Как воюют сыны Татарии?». Их ответы вошли в книгу героев. За создание историко-революционного романа «Весенние ветры» Язгы Жилляр ему была присуждена сталинская премия. А одна из книг Сарвар Адгамовой называется очень точно «Тормош Санава. Испытание жизни». Эта книга воспоминаний через Ленинградскую библиотеку Салтыкова-Щедрина была затребована Нью-Йоркской национальной библиотекой. Последние годы их жизни прошли на глазах Сани Махмутовны Ахтямовой, их невестки. Молодой студенткой вошла она в эту семью, и не сразу открылись ей некоторые стороны их нелегкой судьбы. Получили вот эту пятикомнатную квартиру на 2-м этаже. Сарвар Сабировна, ну, я ее звала всегда мама, и папу, Кави Наджми папой звала. Мы обошли. Пустая квартира, ведь она очень кажется большой. Кави Наджми ходил, обошел и говорит: Сарвар, тебе не кажется, что эта квартира слишком большая? Она говорит: пожалуй. Ведь люди живут же в подвалах, в трущобах. С какой совестью я буду выходить к своим избирателям из таких апартаментов? Он отдавал все свои гонорары своим избирателям. Наш дом превращался, знаете, в постоянный приход избирателей. И он говорил: Сарвар, дома есть деньги? Есть 300-400 рублей. А 300-400 рублей получали медсестры. Врачи получали 600 рублей. И папа говорил: Сарвар, дома деньги есть? Дай, пожалуйста. И вот он, отдавая там 300-400 рублей, а те отказывались и говорили: мы же не сможем вернуть. Представляете себе, 300-400 рублей, какие были это огромные деньги, они говорили: мы не сможем вернуть. А папа говорит: а кто вас просит возвращать? Вот когда я ему сделала намек, что ведь у нас черные дни могут наступить, в конце концов, сколько можно раздавать, отдавать, он мне говорил: Санюк, над тобой крыша не капает? Я говорю: нет. Руки, ноги целые. Так вот, а у них на выпускной вечер мне шили костюм из китайской шерсти, дорогой шерсти причем. Мама говорит: что ты такая расстроена? Я говорю: да вот костюм мне испортили. Она говорит: и только-то? Да это же тряпка. Думаю: ничего себе тряпка. Она говорит: знаешь, у тебя еще очень много будет таких костюмов. Никогда не обращай внимания на такие вещи. Не это главное. Главное, когда на тебя какие-нибудь сплетни наведут, а тебе какую-нибудь клевету скажут. Вот от этого избавиться, вот от этого это более страшные вещи. Поэтому, Санюк, акыллым, никогда не обращай на это внимания. Я ни разу, никогда не слышала, чтобы какое-нибудь грубое слово или повышенные тона, на повышенных тонах разговаривали. Сарвар, багрым, сарвар, янкисагем. Нужно ли говорить, что и личная жизнь Тансыка Кавиевича и Сании Махмутовны сложилась счастливо? У них 2 дочери, Гузель и Фарида, преподаватели Татаро-Американского регионального института. Внуки уже подают надежды в науках. Все, как и подобает в семьях истинной интеллигенции. Есть такое понятие – группа крови. Они вспоминают, когда говорят и о совместимости людей. Если уж кого-то и связывает одна группа крови, то, наверное, имеется в виду не биология, а близость духа и общность взглядов на жизнь.